Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я непосредственно являюсь еще почетным президентом Ассоциации фермерских хозяйств Республики и кооперативов Республики Саха-Якутия. В данное время мы работаем по развитию как раз сельскохозяйственной кооперации. И по нашему мнению, пришло время, наверное, объединиться нам, развить и потребительскую кооперацию, нашу систему колбас. Наша система колбас мы давно знаем. Все мы, фермерские хозяйства, особенно первое поколение, помним, как нам помогал первое время по сбыту, по организации заготовки потребительский союз наш, эта система потребительских кооперативов колбас. Поэтому в чем причина? Мы производим, но каждый фермер умеет производить свою продукцию. Но каждый фермер не умеет продавать. Поэтому как раз эту нишу должны были бы развить потребительская кооперация системы колбас. Мы желаем, наше понятие такое, что как раз чтобы развивалось село, как раз наша система купе сельскохозяйственной кооперации должна полностью включиться по заготовке, сбыту сельскохозяйственной продукции. Почему? Можно привести примеры. Я сам Хангаласского улуса, тот берег Хангаласского улуса, не совру, 1998 до 2000 года выращивал где-то 2500 тонн капусты, картошки. В данное время она не может вырастить 600 тонн картошки и капусты. Почему? Потому что никто не закупает, никто не заготавливает, никто нам не помогает продавать. А пример такой, Лебедев у нас такой, все знают, наверное, который Егор Семенович. У него 3 года назад 200 тонн урожая остался в поле, потому что негде сбыть. И поэтому как раз наша основная проблема, проблема организации сбыта нашей произведенной продукции. И в данное время уже, чтобы увеличить доход сельчан, это же доход сельчан. Если мы доход сельчан не будем увеличивать, если они доход не будут, зарплату не получать, никакого развития у нас не будет. И все будут как раз урбанизации, все молодые люди, все потянутся в город, и районные центры, и поселковые, в селе никто не останется. И такой процесс уже у нас идет. Каждый год уже уменьшается число учащихся, поступающих в первый класс. Это 6-7 учащихся. Скоро вообще тогда 9-летние школы будут, потом за ребятами пойдут родители в улусные центры. Почему? Как раз и это село уже не будет селом, а уже останется заброшенной. В Средней России, спасибо нашим властям, до сих пор сельское хозяйство, благодаря сельскому хозяйству у нас села остались живы. А в дальнейшем я не гарантирую 100%, что наши села останутся. Там у нас каменные школы, каменные детсады построили. В Среднюю Россию проезжаешь, там же как на войне. Такие очень хорошие школы, конторы, все заброшенные стоят. У нас такое тоже может быть. Если мы так дальше будем продолжать, не будем систематизировать поддержку сельского хозяйства, то сельское хозяйство — это традиционный уклад жизни, это же наш образ жизни. Поэтому если село мы не будем поддерживать по увеличению доходности, а как раз по увеличению доходности ваша и помощь нужна, потому что это дикороссы, это лекарственные травы, чаи появляются, эти грибы разные, все можно заготовить, все можно продать. Тогда и увеличится доход у сельчан. И поэтому мы как раз и думаем, чтобы восстановить систему колбас. Надо государственную помощь все-таки оказывать. И мы, фермеры-то, думаем, что это колбас, мисюркоз не разделяем. Просто, если открыто говорить,
Что плохо, если мы 2 мамок будем иметь, которые будут деньги нам выдавать за произведенную продукцию. Поэтому мы несколько раз мы с Петром Николаевичем очень на многих совещаниях бывали, и у нас мнения всегда одинаковые были. И поэтому сегодня я хотел бы, конкретно по проекту закона, добавить такую статью, как хотел бы. По статье 7, после слова «услуг», на оказание и регулирование цен на реализацию продукции через закупочные товарные интервенции. Вот такое предложение у нас, потому что все-таки через цену продукции можно увеличить только через организацию системы торгово-закупочной деятельности. То есть это можно оказать в наших условиях только через интервенцию. Потому что вот мы же говорим, Омская область, Иркутская область продает мясо по 250 рублей. Вот здесь у нас стоит она 250, 300 рублей будет, оптовая цена. А у нас же себестоимость очень большая. И получится, никакой конкуренции мы не можем выдержать. Поэтому как раз система интервенции вот в наших законах должна четко, ясно быть указана. И поэтому мы, пользуясь как раз этой аудиторией, я могу тоже сказать, надо в программах, которые будем принимать, дальневосточные, которые опережающее развитие и тому подобные программы пишутся, там программа четко, ясно надо включить наше пожелание как раз по интервенционным закупкам и продажам нашей продукции. Вот тогда только у нас наши доходы, зарплата сельчан может хоть немножко повыситься и прийти, не так, которая 15 тысяч получаем, но хотя бы 25-30 в пределах, чтобы так было. Спасибо.